Здравствуйте, в эфире программа «Интервью», и я представляю гостя в студии. Михаил Хасминский, руководитель Патриаршего центра кризисной психологии, а также заместитель председателя Общественного совета ФСИН Российской Федерации. Михаил Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот первый вопрос будет немного официальный, и тем не менее я не могу его не задать. Вы приехали с какой миссией в Башкортостан из Москвы? Ну, я приглашен был с этой миссией провести просветительские на серьезные темы семинары. Приглашен был уполномоченным по правам ребенка Ольгой Панчихиной и руководителем регионального союза православных женщин, общественная организация такая есть большая, Инга Юмашевой. Вот. Ну и вот я прилетел позавчера уже поздно вечером, сегодня уже улетаю. Ну, в принципе, мне кажется, что довольно много удалось сделать за это. В общем-то, конечно, небольшое время. Первый семинар у нас состоялся для психологических служб и был посвящен теме профилактики суицидального поведения. К сожалению, сейчас актуальный вообще по всей стране. И там мы, конечно, рассматривали в основном вопрос профилактики суицидального поведения детского, ну и там частично затрагивали, собственно говоря, взрослого. Потом у нас был большой семинар для журналистов, потому что очень важно, как освещать эту проблему. И об этом тоже несколько часов говорили вот с представителями очень многих, человек, наверное, около 100 было СМИ вашей республики. Ну, а сегодня вот утром я встречался уже как заместитель председателя общественного совета ФСИН с личным составом, с руководством ФСИН по республике Башкортостан. Ну, тоже как бы такой вот крайняя встреча уже с вами и потом самолет. Михаил Игоревич, вот у вас насыщенная достаточно была программа, и вы подняли такие темы, которые действительно сейчас волнуют. И я, как журналист, тоже не всегда, может быть, люблю, и не всегда мое материнское сердце отзывается, чтобы писать именно материалы о детских суицидах. И вот поэтому для того, чтобы их предотвратить, вот можно ли их предотвратить, как с этим быть, в какой момент нужно бить тревогу? Ну, полностью суициды нельзя, конечно, предотвратить. Такого не было ни одной страны и ни одной эпохи, чтобы полностью эта проблема была решена. Но можно, собственно, значительно, очень значительно, многократно сокращать. И во многом это зависит, конечно, и от СМИ, и от работы там, тех же самых психологических служб, от работы духовенства. Потому что суицид – это такой феномен, он не только медицинский, не только психологический и не только духовный. Это вот так все вместе, это мировоззренческий кризис, может быть. Да? Это и воспитание во многом. То есть вырастили слабого человека, но он и ведет себя как слабак, потому что суицидент – это такой дезертир из этой жизни. Да? То есть это он вместо того, чтобы решать проблему, он ее пытается избежать и избегает ее очень странным и страшным образом. Поэтому здесь очень важно и взаимодействие очень тесное, и компетентность тех специалистов, которые эту тему освещают. В том числе, как я уже сказал, журналистов, потому что зачастую романтизация суицида, ах, какой он бедный, там, несчастный, как там судьба повернулась, там, все виноваты, он не виноват, зачастую снимает ответственность самого суицидента. А ведь это же смотрят люди, и те люди, которые думают что-то подобное, они могут найти как бы оправдание этому поступку в тех словах, которые говорятся с экрана. Как быть родителем? Вот, может быть, мы сейчас хотя бы назовем родителям, как им быть, как увидеть, как нужно воспитывать. Я понимаю, что это многочасовые должны быть эфиры, но вот именно в данный момент, сейчас, вот здесь и сейчас, у меня есть ребенок, как мне его воспитать? Как заложить в нем стержень? Ну, пожалуйста, значит, вот смотрите, глубоко верующие люди, по-настоящему верующие люди, практически никогда, мне во всяком случае такие случаи не встречались. Я говорю по-настоящему, не просто, так сказать, внешние обрядовые формы, а именно внутренние. Например, верующие люди суицидом, это абсурд, это нонсенс, это там, я не знаю, если это бывает, это исключительная редкость. Поэтому очень важно мировоззрение ребенка, как он смотрит на этот мир, что он видит в нем как бы важным, хорошим, правильным, и как он видит
сторону добра и как он видит сторону зла. Потому что если это все как каша замешана, добро, зло, добро, значит, то, что мне не нравится, то плохо, и я могу там дойти до каких-то крайних форм, чтобы этого избежать, там, и так далее. Вот это вот все приводит зачастую человека не только к суицидам, там, к депрессиям, там, к различным другим состояниям. Я имею в виду депрессии сейчас не органические, которые тоже бывают, а которые связаны с психологическим состоянием в основном. Вопрос тогда, если вдруг уже появились мысли у подростка. Понятно, что родители уже не справятся. И вы сказали, что нужно обратиться к компетентным специалистам. Я правильно понимаю, что вы говорите о психологах? Я говорю о всех специалистах в этой области, которые, по идее, должны быть и психологами, и психиатрами. То есть каждый психолог, обычно профессиональный в этой области, имеет и психиатра, которому может как бы адресовать при необходимости. А психиатр, соответственно, имеет, если это духовное состояние, понимаете, у человека вот мировоззренческий кризис. Чем ему помогут таблетки? Да ничем. Чем ему, собственно, может помочь психотерапия? Когда он не знает, как пережить смерть близкого, скажем так, человека. Для него нужно понять, а зачем ему там дальше жить, и виноват ли он там, и так далее. Вот это область духовного. Раньше на самом деле, там еще 150 лет назад, не было ни одного психолога, ни одного психиатра, а были, опять же, религиозные служители, которые давали возможность всем продолжать жить, и кризисов-то меньше не было. Точно так же умирали люди, точно так же были какие-то нестроения в семье, каждая война несла какое-то насилие и так далее. Но люди справлялись именно вот на этой базе, на традиционных ценностях они выходили из этого. Поэтому здесь должны быть все вовлечены. Дадим, может быть, несколько советов родителям, учителям о том, как определить, что у ребенка есть все-таки небольшие склонности к суициду. Или большие. Или вообще к деструктивному поведению. Давайте я так отвечу. Знаете, все тесты, которые используются, они имеют очень вероятностный, скажем так, характер. Некоторые не очень-то валидные. То есть, в принципе, вот простым тестированием, если человек там не захочет, то выявить будет в крайней степени сложно. Но есть некоторые признаки, они не специфические. То есть это не обязательно суицидент. Это может быть наркоман, там, алкоголик или еще кто-то вот, свойственный именно деструктивной личности. А это, например, 5 вот пунктов я вам сейчас назову, а наши радиослушатели, да, сами уже там как-то посмотрят во многом. Здесь должны, в принципе, вот эти 5 пунктов совпасть. Первое, вот очень подозрительно и очень плохо, когда у ребенка корона на голове, то есть высочайший уровень там, притязаний, самооценки там, и так далее, нереальный просто, да, когда он инфантильный, безответственный, эгоистичный, и вот безбожный, то, о чем мы говорили. Вот эти 5 пунктов, в принципе, они человека практически гарантированно приводят к деструктивному поведению, в том числе суицидальному. Вот это стыкуется на человеке. Вот надо бы сделать так, чтобы люди такими не были. Вот их воспитывать, чтобы вот было реальное о себе мнение. Не зашкаливающая и не думать, что там вокруг тебя весь мир должен вращаться и так далее. Дальше то, что я сказал, поведение эгоистичное. Слушайте, альтруисты значительно меньше подвержены подобным вещам. Если человек верующий, как я говорю, это вообще крайне редкий случай, когда это может привести к суициду. Инфантильность – это тоже один из очень плохих признаков. То есть вот эти все признаки надо просто отслеживать и пытаться их переформатировать так, чтобы их было значительно меньше. Вопрос еще о том, что мы с вами поговорили о детях, мы поговорили о подростках, но сейчас и среди взрослых есть духовные вопросы, согласитесь, духовные, душевные, мучают. Как быть взрослым? Вот. Если вообще здесь, когда мы говорим о суициде, на самом деле здесь очень есть серьезная ошибка, что мы рассматриваем только детей. Потому что дети не в том же социуме, что и взрослые. И, естественно, поведение взрослых влияет на детей. И
обратным. Поэтому об этом надо говорить как о комплексной проблеме. Нет никакой разницы, ребенок покончил суицидом, и это страшнейший там грех и потеря души, или это взрослый сделал уже там какая-нибудь бабушка. Поэтому, конечно, нужны программы, и я об этом тоже говорил, комплексные, и на взрослое население обязательно тоже. Потому что мы не можем это игнорировать, безусловно. Мы все должны заниматься этой проблемой. Важно ли вероисповедание психолога? Обращаюсь к вам сейчас как к православному психологу. Я вообще не люблю, когда называют православным психологом, потому что не бывает православных там офтальмологов или стоматологов. Есть просто лечат. Сам человек православный. Вот есть православный человек, есть мусульманин. И они будут относиться к человеку не с точки зрения, там, чтобы там, денежку получить, да, а с точки зрения, это бессмертная душа человека. Поэтому можно употреблять только самые экологичные методы работы. Да, нельзя манипулятивных методов использовать. А за каждое слово, и вот ты от души к душе же здесь помогаешь, за каждое слово придется держать ответственность уже там. И в этом верующий психолог, безусловно, он это понимает. И будет, поэтому это некое отношение. Антропология в данном случае влияет на то, как человек оказывает помощь. Антропология – это наука о человеке. Как я оцениваю людей не как каких-то обезьянок, которые потом стали людьми каким-то чудесным образом. Я отношусь к ним как к душам. И я думаю, что и мусульманин-психолог будет относиться точно так же. Михаил Игоревич, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Я понимаю, что в рамках нашей программы мы не ответили и на малую толику вопросов, которые есть наверняка у наших телезрителей. Ваши лекции, ваши семинары, консультации наверняка можно найти в интернете, где можно, может быть, и в комментариях задать вопросы, верно? Конечно, можно, да, ВКонтакте можно тоже. Спасибо огромное. Всего доброго. Напомню, это была программа «Интервью», и сегодня в студии у нас был Михаил Хасминский, это руководитель Патриаршего центра кризисной психологии. Спасибо, что были с нами.